Ага. Чего каких изделий? Производство железобетонных Ага. изделий, а также у нас вот начали свое производство Казах-Алматинский вентиляторный завод, HV систем. Вот сегодня зайдем, там Да, тоже я читала, посмотрим. там. И у нас второй большой проект, это комбикормовый центр. Там уже вот туда тоже зайдем, посмотрим. Здание построено, уже начали готовить всякие корма, заготовки. Мы сейчас стоим вот здесь. Если переходить по льготам, у нас 40% льгота по электричеству, то есть бесплатное предоставление земельных участков и бесплатное подключение инженерных сетей. Но если подумать, для резидентов это очень мало, и хотим у вас попросить, чтобы вы нам чуть-чуть помогли, чтобы вот эти льготы ТОСРы, которые у них есть, хоть 50% нам тоже предоставить. А это свободный участок? Это свободные участки. Сегодня вот 3 компании уже от зданий только зависят. Вот. Ага, то Это есть Сарватехмаш. готовых помещений нет, вы- а есть только участки. Вот эти два резидента. Аренда сейчас готовых вот помещений нет. Техмаш, А людям, а у нужно нас, срочно. а И Талангрупп. у нас в основном все просят под аренду. Строится Глобус, мало. да? Да, Это Евроцентр. атегеней, bu neler mi atege? Ая, агроглобуслар посреди нелер леса анса фон. яңа бу Этот еще как его? безнең аннан соң Италон групп бар, стеновые панели, Италон групп. Алмазный. Ансы не аларның пока исемнәре юк. А нам вот три здания надо срочно сейчас. Ага, А вот 2 здания, которые построены за субсидиарные деньги, они под кого построили? Под кормовой? Они Кормовой ушли центр под это Нет, построен. этот, казах. центром, да? А, вот это? И кормовой там был. Потому что когда есть помещение, быстрее, конечно, уходит. А так они просят Вот готовых Евроцентр, помещений. Вот сегодня, если у нас Да, 3 да. здания будет, завтра работать. Вот. Допустим, вот эта компания Ага. уже, ребята, ну, откровенно говоря, специалисты, они в военном заводе работают. Значит, пригласили, и сегодня работают, если они регистрированы, они под нашу флагом уже. Вот, чтобы Пойдемте ускориться. резидентов посмотрим. Получили производство, на котором будут четко обозначены линии, четко прописаны инструкции для каждого подразделения. То есть, условно, есть снабженец, у которого должны быть правила. У него должен быть протокол, какие материалы, с какими допусками он должен брать. Самое главное в кайдзен – это допуски. То есть, что можно, что нельзя. Если это оговорено полностью от на бумаге и прописано протоколом, то максимально исключается человеческий фактор. Ну и кроме всего прочего, это производительность. То помещение, которое нам предоставлено в рамках этой программы, оно обеспечивает первоначальные потребности, это сборка. Первоначально у нас в Шаймардане заготовительный центр, где с применением высокотехнологичных оборудований, лазерной резки, с чехлом машинами гибов, мы делаем заготовки, которые вы можете найти. Последовательно это все доставляется сюда, и здесь начинается сборка. Полный цикл производства здесь максимально сокращен. Если в 2 словах, самое короткое, что бы я хотел сказать, это то, что мы делаем очень качественный вентилятор. Понятие качественный вентилятор – это то, что мы делаем его из жести. Для обывателя очень сложно понять, в чем тут изюминка. Изюминка самое главное в том, что если те вентиляторы, которые вы видите, и они покрашены, значит, их сделали из черного металла, где-то что-то довели, где-то что-то в процессе доработали, потом покрасили, все свои лепестки замазали. В нашем случае мы делаем из жести, то есть из жести сделать некачественно не получится. Из жести можно сделать только качественный продукт, на котором будет все сразу видно от знакомой жести. Пошел. Если вы подойдете, посмотрите, здесь будет минимальный зазор. Отсутствие этого зазора, его минимальность, она обеспечивает коэффициент полезного действия этого вентилятора. То есть при наличии одного и того же двигателя, одних и тех же габаритов корпуса, мы имеем совершенно разные показатели. Это очень важно, особенно если мы говорим в случае про вентиляторы дымоудаления, которыми оборудуется каждая высотка. Если не будет высокопроизводительного, то есть будет задымление. То есть
человеческий жест будет ниже жести. Это тоже оцинковка. Это оцинковка. Это уже матовая оцинковка, современная. Это вентилятор дымоудаления, крышный вентилятор дымоудаления. Жаростойкий. Он жаростойкий, но самое главное, если вы обратите внимание, просто будете ехать, теперь смотрите на высотке, вы будете видеть какие-то ложные улитки с гусаком. Здесь уже наша компания смотрит за конкурентами, очень сильно наблюдает. Это итальянская модель. То есть в Италии все крышные вентиляторы, их флагманы, они выглядят примерно вот в таком виде. Кроме всего прочего, наша компания это гораздо более сложная система. Это уже непосредственно система с очисткой воздуха, с рекуперацией, с осушением, то есть с нагревом, с предварительным. И это уже для каких-то фоков, для ледовых дворцов, для бассейнов. Все эти вещи наша компания в состоянии реализовать. Скажите, пожалуйста, а вот когда Мы открылись в 2018 году. Начали в 2009 начинали работать мы на площадке Шермардане. Здесь мы сейчас в стадии непосредственно въехали, оборудованы до конца помещения. Ага. Понятно. Шермардан у нас здесь борт пока. А вот скажите, пожалуйста, у вас, получается, это же казахстанская компания? Нет, это российская. Ее дочка. Это не дочка, это самостоятельно. То есть дочка это у нас голова. На самом деле просто вы должны понимать, что в чем сила нашей компании. За нами Алматинский завод. Ага. В каком смысле? В смысле, что Они учредители. они учредители. Финансово. Они учредители. Во-первых, для школьников. Ага. И вот один должен был собак. А вы занимаетесь программированием, я правильно Да, понимаю, также То мы есть как раз разрабатываем программное сами обеспечение. сайты, сами продвигаем свои товары здесь в Сабах. Они занимались продажей меньшинства. А почему собак? Ну, нам нравится в Сабах, да, ну, Парк, а вы в собак. Почему? ну просто, да, здесь, ну я хочу сам жить в Сабах, поэтому А я, вы здесь родились? да, поэтому я хочу здесь работать, потому что для программиста же не имеет значения, где работать, потому что все сейчас удаленно, поэтому мы здесь разрабатываем вот современные сайты, которые ничем не хуже тех, которые производят, ну, разрабатывают в IT-парках. Ну, мы технопарк сделали по санитарным нормативам, у нас получилось, мы не можем сюда допустить агро. То есть переработка. Да. И поэтому, значит, 10 гектаров мы снова отдельную территорию. Сегодня за счет местного бюджета идет проектирование, да? Да, уже завершили. Как будете? Нет, отдельно на выйдет. То есть это агропарк, который говорили, да, проектирование у нас оно все завершено. Вот. Здесь павильон продажи, здесь переработки, а здесь отдельные уже переработки другие. Классно. Когда станете миллиардером, не забудьте, что вам Там вот нравится эта программа собаки. миллион на 19 есть? Мы с вами миллион 19 я не знаю, но желание было, собственно, 5 положить, и 5 уже 25 господи. Да. Получить там у нас 100 с чем-то программа 140. Мероприятия, встречи по всему миру. И действительно, Татарстан, она привлекательна. И согласно этого, я хочу сказать, ну и до нас добираются для новых населенных пунктов по инвестиции, да? А сегодня мы уже начали обсуждать, в чем проблемы, какие проблемы. За день это не решается, но Алтайда detayli oshirgan kishini o'rgandik. Shuning uchun
какие у нас проблемы есть, мы должны на это высказаться, без паники, без ничего. И что мы желали, до этого всегда нам, как сказать, что и я думаю, мы сегодня поговорим, и какие у вас проблемы услышим. Вот. Ну и контактный телефон, наверное, может появиться, информационные друг к другу. Мы не работаем еще с информацией, мы не умеем себя показывать. Это самое главное. Над этим надо еще очень много работать. Но это налажено вот инвестиционной компании, которая уже много сделала. Еще раз большое спасибо за то, что нашли время. Нашей республики. Хочу вам сказать, что работа и нашего инвестиционного агентства, которое я возглавляю, моей команды, она строится и зависит во многом именно от частного сектора, да, потому что наш показатель – это инвестиции в основной капитал извне бюджетных источников, то есть все частные средства, которые приходят в экономику нашей республики. Отвечать за освоение средств, конечно, легче, чем отвечать за привлечение денег, да? Тем более в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, экономической, вы понимаете, что она непростая. Если говорить про инвестиции в республике, вы знаете, что у нас есть точки роста, это особые экономические зоны, это территория опережающего развития. На сегодняшний день Собинский район не относится к особым федеральным зонам, да, где есть налоговые льготы, и поэтому, ну, честно сказать, проигрывает с точки зрения инвестиционной привлекательности. Мы направляем сюда делегации и отправляем сюда наших инвесторов, они смотрят здесь площадки, им нравится, но когда они начинают считать финансовые модели и сравнивать, неизбежно мы приходим к тому, что здесь нет того конкурентного преимущества, которое сегодня представлено в других районах республики. Поэтому вот этот дисбаланс инвестиционной активности на нашей территории, он, конечно, нас тоже беспокоит. И мы думаем о том, какие точки роста закладывать и за счет чего могли бы конкурировать другие районы, такие как Собинский район. Потому что, безусловно, он является привлекательным. Здесь есть и хороший промышленный потенциал, здесь есть и кадровый, в общем-то, потенциал, может быть, небольшой, но здесь есть на что опереться, есть и вот индустриальный парк, да, сейчас второй будет тоже. То есть в одном уже 13 резидентов, в другом пока только один. Но я думаю, что здесь надо думать о том, какое мы можем создать или сформировать сами конкурентное преимущество в Собинском районе для того, чтобы он стал более привлекательным. Кроме того, если говорить по привлечению международных инвестиций, а мы отвечаем и за российские частные средства, и за капитал, который приходит из-за рубежа, на сегодняшний день здесь есть вот поступления из Словакии, да, но буквально небольшие. И есть вот предприятие, создано, значит, с Казахстаном, да, которое сегодня мы тоже посещали утром, с Раисом Галевичем смотрели по вентиляционному оборудованию. А так, в принципе, больше и нет, да. И поэтому, с учетом того, сколько наш президент республики тратит, сколько правительство тратит времени, ресурсов, да, на то, чтобы все-таки международное сотрудничество развивать, наверное, надо подумать о том, чтобы как минимум 1-2 якорных международных инвестора пришли именно сюда. Потому что практика показывает, что когда приходит хотя бы один международный инвестор, за ним уже тянутся там какие-то его поставщики, может быть, какие-то его партнеры, да? И чтобы он сюда пришел, надо тоже понять, почему он сюда придет, какое здесь есть уникальное сырье, например, да, в большом объеме, или вот что его здесь зацепит. Я когда смотрела структуру экономики района, увидела, что 35% здесь занимает именно малое и среднее предпринимательство. Это доля выше, чем по республике и выше, чем по всей нашей стране в среднем. Да? Это очень здорово. Поэтому пригласила к участию, министра попросила, чтобы он заместителя направил, да, министра экономики, потому что именно Министерство экономики отвечает за развитие малого и среднего бизнеса, и я очень рада, что мы сегодня вот, совместно такую поездку совершили. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, или идеи, да, то мы будем, конечно, очень рады. Пожалуйста. Спасибо. Начали вы уже строить, вы хотели с чего начните?
Да, и второй вопрос. Вы говорите, если сохранится 90% сотрудников, то значит ставка будет поменьше. А если мы увеличим, тогда Министерство экономики будет еще нам должно, правильно? Правильно. Мы увеличили, но в районе уже как бы сотрудников кончились. Мы из соседних районов привлекаем. И из соседних областей, в том числе из Самарской области, Ульяновской области, у нас работает из Ленинграда, из Москвы. Уже должны вы нам? Нет, ну я же уже ответил, не должны. Спасибо. Но то, что есть возможность у бизнеса расширяться и увеличивать сотрудников, ну, это, ну, надо сказать, спасибо, это ваша заслуга. Это ваше умение найти нишу и организовать. Наша задача — поддержать таких. Ну, в принципе, у меня все, если вот в этой теме подискутировать, я готов. Уважаемые коллеги, поднимите, пожалуйста, руки, кто воспользовался мерами государственной поддержки на сегодняшний день. Кто получал меры поддержки? Поднимите руки. Вообще ничего не получал. Ну, зачем государство построить? То есть большая часть тех, кто здесь присутствует, уже воспользовались некоторыми мерами господдержки. Соответственно, наверное, важно понимать обратную связь, то есть насколько они были релевантны, насколько они были полезны для вас и какие бы вы хотели видеть еще. Просто, например, ну, понятно, что все хотят видеть субсидии, да? Не получал. Да, кто не получал. И почему они ее не получали, да? Спросите. Ну вот я свидетельствую. Вот пусть скажут. У нас же открытый диалог. Представьтесь, пожалуйста. Олег, я уж тебя самого куда только не возила. И в Америку, и в Москву. Давай уж не начинай здесь. Надо нести неплохо, я не знаю. Мы развиваемся потихоньку. Сами. Нет, ты господдержку получал? Нет. А какой ты хочешь? Господдержка, вы знаете, светла, я общаюсь, а вот в плане того, что продвижение бренда, продвижение компании, или бизнес, спасибо, вот это, да, вот, мне кажется, неоценимая поддержка. А так, в финансовом плане, мой бизнес пока сам по себе. Но, во-первых, мечта у меня создание плантации. А из плантации выход. Долго ждать надо. Если взять кредит, то, ну, как сказать, попадешь. Надо смотреть бизнес по растениеводству, ну, по плодовым, надо сказать, то есть яблонем кто занимается или что, или растительностью, допустим. Выход будет не раньше, там, 3, 4 или 5 лет. Надо рассматривать, то есть субсидирование процентных ставок. То есть, если кредит там дается на 7 лет или на 8 лет, а первичные 5 лет субсидировать процентные ставки. Фонд поддержки предпринимателей. Да. У вас есть фонд, который, ну, как венчурный там есть, который может из этого должно процентные ставки. Тогда вот эти плантации, эти, они появятся. Тогда он возьмет господдержку. То есть, значит, там ситуация была, что... Ну, вот это. Ну и мы сейчас рассматриваем само Америкожук, значит, копирует. Это привлечение ундеркиндов. Вот. И само первичное, там большая затрата, но идею всегда можно продать. Из 10 все равно должно остальные все, так сказать, окупить. Есть сегодня венчурный фонд по производству, по всем этим делам, а инновационной деятельности пока этого нет. Желание такое вот. Qaysi shaharda olsin Amerikada
привлечение Силикон долину. Самую долину надо делать. У нас по предпринимательству мы много обсуждали, по привлечению денег. Но по предпринимательству там 3 миллиона. Но для запуска питомника 3 миллиона это как-то мало. Минимум там запуска 60 миллионов. Да, у меня компания там выручит, наверное, в этом году 40 чем-то. Рост видно, да, то есть прирост, если 4 года тому назад мы с женой только вдвоем были, сегодня уже почти 90, сколько у нас? Уже 12 человек в штате, только самозанятых это 20 человек. Ну, рост идет, а так, когда от 3 миллионов идет речь, ну, вот это тоже, наверное, и сами можно заработать на это. Я понял, но Дмитрий, то есть кроме Казани речь идет о потолок 5 миллионов, да, но там сама идеология такая, то есть мы с помощью государственного фонда перекрываем ту зону, за которую не берутся банки. Банкам вот эти кредиты менее 5 миллионов, мы им также обслужить, что 50 миллионов, что 5 миллионов. Поэтому мы берем на себя. Свыше 5 мы предполагаем, что предприниматель идет в банк, там есть федеральные программы, которые по 8,5 можно, в принципе, для большинства банков получить этот кредит. И мы через гарантийный фонд помогаем пройти этот путь по получению кредита в банке. Либо вот эта компенсация процентной ставки, но надо понимать, что компенсация процентной ставки будет определенный фокус-группа. Вот я сейчас назвал, под какую фокус-группу мы будем заплачивать, которая сейчас работает, и под которую планируем после защиты правительства наш программ. Я бы хотел еще обратить внимание на то, что поддержка предпринимательства чувствуется, да, и в плане морального. Но сейчас у нас, я бы хотел сказать, идет внимание, ушел от умов, да, то есть от аспирантов. Ну, мы не помогаем аспирантам, например. Почему мы не помогаем аспирантам? Потому что они же основной капитал, ну, то есть если разработка новых технологий, новых этих. А когда у тебя вот аспирантами много общаемся, да, мы как кафедра являемся, приезжает аспирант, и он не знает, что такое ДНК-анализ, и вообще не понимает, где его делать, ну, как может идти речь о разнице каком. Поэтому вот сегодня в Савинском дискуссии будет, там у нас на высшем уровне уже биотехнологии, да, работают, благодаря Александру Валерьевичу. И на базе биотехнологий, раз у нас уже есть уже изучение насекомых, да, то есть у нас бактерий, уже можно на базе вискоза уже запустить кластер, поставить оборудование, пусть любой аспирант приезжает, и пусть он делает свою научную работу. А вот по мусоропереработке, да, то есть вот недавно тоже отчет. А почему не обсуждает никто, переработка с бактериями, да, то есть, переработка с бактериями, что она мировая известна, а почему? Потому что у нас нет ни одного аспиранта, который бы этим занимался, потому что нет у него элементарного оборудования. А вот на базе уже Савинского дискурса можно уже быстрыми темпами создать такой кластер, который даст толчок. И по созданию питомника то же самое. Может, не за 3 года не брать, может, уже мировая тенденция такая, что за полгода можно выручку сделать. Ну, не ждать. Да, мы готовы у вас, или я, или мои коллеги принимать, когда вы готовы, пожалуйста, агентство социального развития поможет вам обязательно с точки зрения вот именно поиска частного партнера. Это мы делать умеем. Какие у вас есть, коллеги, вопросы, пожалуйста? Идеи, предложения нет? Борис Нургалевич, завершать будем когда? А вот вопрос появился. Пожалуйста. Добрый день. Медицинский центр Хайпер, Савинский район. Мы как раз занимаемся эндоскопической артроскопией на территории. Но помимо этого еще в Казани есть другое малое предприятие. Мы получили поддержку от фонда предпринимательства 300 тысяч рублей на текущие расходы, поэтому проблем нет. Но когда вот сейчас стал вопрос о закупке дорогостоящего оборудования, 7 миллионов, то мы, к сожалению, не смогли найти финансовую модель. Вот, то есть банки за 26% они готовы хоть сейчас деньги предоставить, но 26% это очень много, они готовы эти деньги даже привести.
Вот. 15% это получается, ну, с трудом, с залогами. Вот. А та вот модель, которая дала бы нам хотя бы там 5-8%, очень тяжела. Банки это объясняют тем, что они выручку годовую делят на 12 и еще делят на 2. И вот эти вот деньги они готовы предоставить. Соответственно, 7 миллионов мы не укладываемся, а микрозайм 3 миллиона, он не позволяет купить это оборудование. И вот эта вилка, она очень проблематична, и я думаю, что любое оборудование, тем более, которое связано с курсом доллара и евро, она как бы не позволяет сделать какой-то толчок, да, такой прыжок, так скажем, для того, чтобы перейти на другую стадию развития. Спасибо. Я уже второй раз скажу, наверное, что микрозайм потолок 5 миллионов. Перестроим в ближайшее время. Это было короткий промежуток, когда 3 миллиона потолком называли. Ну и то, что с банками работать трудно и надо уметь это, ну, все понимаете, это согласны. С залогоотчислением сегодня, ну, как вы сказали, делим на 2, там, ну, залогоотчисление так, гарантийный фонд, который есть, республиканский, который работает у нас, он до 50% поручительства может за предпринимателя дать перед банком. Достаточно популярный и востребованный инструмент. И в рамках гарантийного фонда у нас ну, отдел, скажем так, единый центр кредитования, который в вашем случае мог попробовать пройти по банку и получить кредит по 8,5%. Ну, 8,5% это та ставка, которую дает банк предпринимателю, а разницу ему компенсирует федеральный бюджет. Ну, это кредит с господдержкой. Если вы по этой теме еще с нами не контактировали, с гарантийным фондом, я рекомендую сегодня это сделать. Ну вот есть еще концессионные соглашения, да, такая форма. Мы так уже делали несколько проектов. Правда, там, конечно, оборудование было очень дорогостоящее, но я думаю, что можно и по малым суммам попробовать это отработать. Концессионные соглашения знакомы эта тема? Вот у нас АВП, да? А последнее, что у нас было, САКНУР, да, купили американское оборудование для лечения рака. Проходит через УМС, надо посмотреть в Министерстве здравоохранения, если квоты на такие операции, да, эндоскопические, если есть, то тогда можно заходить еще через государственно-частное партнерство, через концессионные соглашения. И в таком случае, например, государство входит зданиями, то есть помещениями, да, и так далее. Вот вы сами покупаете оборудование, но у вас экономика может сложиться из того, что вам не нужно собственное здание строить или содержать. То есть вы пользуетесь государственной собственностью в таком случае. То есть варианты есть. Вот у нас сегодня начальник отдела сопровождения инвесторов Тимур Галиахмедов. Он с вами познакомится и можно посмотреть, какие есть варианты для реализации вашего проекта.